случилось страшное. У меня порвался унтик. Поэтому нам нужно сдать его в ремонт унтов. И потом пойти и что-то купить мне быстренько на замену. Ходить. Так. А где вход? Это здание. Вот мы прибыли в магазин Михов. Посмотрим, что внутри. Кто? Гигантские унты? Угу. Вот Мишка. Чубуку. Я только Чубуку и знаю. Ой, это кто? Ну, это волки. Саша, это кто? Не знаю, посмотрим. Ну, такая маленькая, что ли? Почему у нее клыки торчат? Тогда это кабарда. Кстати, да, наверное, Волки. А это кто, писец? Угу. Или соболь. Соболь, символ Усмайского района. Похоже, да? Трон. Гигантские унты на колесах. А вот и ножички. Так, цены посмотрим. 900. 9700 такой большой. 9100. Вот прикольный с черной рукояткой. Так, я пришла за спилоками. Спилоки это такие сапожки временного пошива. Так, ну примерно вот такие хочу взять. Так, цена 4800. Простые какие-нибудь. Что унты пока подошьют. Это долго. Ну, унты посмотрим. Для понимания, что происходит у нас. Такие 40. Красивые. 40 700. $42. Смотри, 42 тысячи, такой пошив плохой. Дырка же. Или так и должно быть. Или это замок. Боже, это замок, извиняюсь. Прошу прощения, но он-то замком. Первый раз вижу. Смотрите, какие интересные ботиночки. Подватники как раз. Потому что вот эти жалко. Лучше испортятся. Мне дали широкий выбор. Черные или черные. Короткие, длинные с замком. Сейчас буду мерить. Так, это у нас бывень мамонта. Украшенный. Можно тоже приобрести. Народные промыслы. Зашла в следующий зал и испугалась волчонка. Собака, знаешь, для чего будет тогда использовать это чучело? Для каких целей? Для каких утех? Он сейчас упадет. Вот, смотрите, полностью костюм охотника из меха. В таком-то точно не замерзнешь. 104 стоит. И торбаса. Торбаса это называется. Такие на завязочках. Мультики. Смотрите, рысь сидит.
На стенку ее посадили чучело. Мяу. Лапы какие мощные. Лапчонки. Ну, жалко или не жалко? Может, она убила куриц каких-нибудь или животных. Шубы и вот эти классные штучки для детей. Конечно, мне понравились самые дорогие, 145. Так, вот мы приехали, нам нужно утеплить машину, потому что мы еще потом дальше едем, чтобы гараж не ставить. Используем портативный гараж Наташа. Вот у нас такой. И сразу номер на весь экран. Что такие есть. Но это другая фирма. Это фирма Сахатент, а это бурятская. Вот. Принцип действия как у спального мешка. Он тяжелый, Саша? Саша, тяжелая? Нет. Ну, легче, чем тут. Вот такое чудо техники. Сам прикол, что еще вот так отдельно трубу вставляем, чтобы выходил этот. Понял, да? Что должно выходить оттуда. Так, стоимость. Видите? Ну, а мастер по унтам сказал, что все. Вашим унтам пришел каюк. Нужно поэтому новые покупать. Но я хочу купить их летом. Может, будет какая-то скидка. Потому что цены видели сами. Сейчас 42 тысячи выложить. Тоже. А вот эти пока нормально. На замену унтам пойдут. Но он их подошьет. Там один шовчик-то сделать. И все. На ноге вот так смотрится. Как обычные сапожки, только из... Как называется этот материал? Нубук. Мех внутри и войлок идет по подошве. То есть подошва войлочная. Чего ты кричишь? Лёва. Лёва. В чем дело? Что хочет? Сапожки? Смотрите. Зачем тебе сапожки? Ты же дома сидишь. Где какие урысь, скажи. Лапки. Сейчас он тебя тяпнет. Да. Мы приехали в ресторан якутской кухни. Специально днем приехали, чтобы посмотреть территорию. Как тут красиво. Смотрите, какой трон. И мех постелили, чтоб ничего не отморозить. Подожди, фотку сделаю. Я вижу, что там нарты стоят. Да, чтоб на собаках, наверное, кататься. Немножко потеплее, и сразу тумана нет, так хорошо дышится. Вот, видите, стоят, пряжка стоит. Немножко загляну.
Так, вот смотрите, какая обстановка в ресторане. Много чучел животных, разной утвари. Сегодня столько я уже чумаку этих видели. А, тут такой высокий потолок, оказывается. Даже не замечала. Сеть, невод. Невод же. Или что это? Это этих красивых. Так, глянем менюка. Менюка. Так, ну вот примерно цены, посмотрите. Вот я индигирку хочу взять. Что еще? Оленина где-то была. Вот. Оленина по-тампонски. Тампонский район. Привет передаем. Я еще хочу фаршированный карась, потому что я не могу его дома приготовить. Вот не знаю, вообще это все будет или нет. Потому что если не будет, я опять запаникую. Не знаю, что брать. Можно попробовать настойки какие-нибудь. У меня руки синие после мороза. Сахатый, натуральную величину. Ну, вернее, его половинка. Или четвертинка. Здоровый. В этом видео будет слишком много чучел для любителей. Как называется эта наука? Таксидермистов. Это налим, кажется? А нет, это таймень. Таймень ест мелкую рыбку. Хариус, наверное. Все названия рыб просто перечисляю, которые я знаю. Здоровый. Так, записываем рецепт при гонорее. Что нужно сделать? Курсы специальных знаний. О, угри. Мед. Жеребята нарисованы. Мед. А мед в сотах это якутский, что ли? Да, не написано. Мясные шарики заленены. Ну, короче, пиво. Любителям пива. Также есть вот такой уголок. Лампадка горит. Настоящая, что ли? Похоже на настоящую. Или нет, там лампочка. А, обман. Так, как будто бы. Кадил висит. Так, ну вот нам начинают приносить нашу еду. Что принесли? Что это такое? Не знаю. Какой-то морс уберем из кадра. Строганина. Это индигирка. Ой, господи, прости. Это индигирка. Там с икрой сиговых. Нет, это красная, лососевая. Вот, индигирочка. Так, а это у нас строганинка. Вот помните, как мы делали строганину? И как ее делают профессионалы? Какие завитки получаются. Вы только посмотрите. Так, это у нас чиржа, да? Да, чиржа. То, что мы ели. Ну, такие якутские лепешки. О, горячие кусочки. Так их только что испекли для нас специально. Лепешечки вместо хлеба. Ну, сейчас будем пробовать. Ну что, будем пробовать. Я еще хочу показать чайник.
Подожди, тут что-то написано. Поверни ко мне носиком. Ну, типа такой. Ага, спасибо. Спасибо. Стаканчики, знаете, как в этом поезде. Будем пить чай и лепешки. И ждем горячее блюдо. Таежный. Чай таежный. Фирма. Тайга. Мой дом тайга. Так, я индикирку уже ем потихонечку. Ну, давай, со Старым Новым годом. Точно. Такая музыка еще. В транс можно впасть. Надеюсь, авторские права не прилетят. Ну что, пробуем индигирку. Я каждый раз пробую, как будто в первый раз делаю вид. Я просто знаю, что это вкусно всегда будет. Пробуйте, не бойтесь. Смертельный номер. А как вы едите сырую рыбу? Паразиты. Паразиты все замерзли. В теле. Замерзли еще при подступах к этой рыбе. Горячая лепешка и холодная строганина. Боже, рекомендую от всей души. Короче, у нас рыба, и еще я жду рыбу. Индигирочка. Индигирка из чира. Тут чир, кажется, одну и ту же рыбу стружку сделали и кубики. И все равно, конечно, сильно отличается. Вкус. Все надо пробовать. Но они, конечно, постарались в этом ресторане. Все такое аутентичное. Но вообще, рядом сопка, которую вот мы на улице снимали. Сейчас я переверну камеру, подождите-ка. Повторите ваши показания. Чичуруран, дословно с якутского названия, переводится как остроконечная сопка. Саша как диктор центрального телевидения. Ну, сопка почитала. Центральное Якутами как священная гора. Потому что здесь Сергей Ботур по преданиям впервые организовал Исэх. Исэх — это якутский национальный праздник лета. Подождите, если летом мы поедем туда. А, кстати, да. Пахнет хорошо. Пахнет тайгой. Да, я говорю, вообще наших блюд. Так, нам принесли горячее, посмотрим. У меня фаршированный карасик. А знаете, чем он фарширован? Собственными кишочками и рисом, и морковка, наверное, там есть. Посмотрим. Препарируем, посмотрим. А у тебя что? Там оленина по-тампонски. Оленина То есть это по-тампонски. получается тушеная оленина с брусничным соусом. Какой соус? Брусничный. Брусничка. Угу. Настоящий сибирский. Якутский, скажи. Якутский, сибирский тоже. Ну, не надо. Ну ладно. Пробуем. И картофель по-домашнему. Блин, такой аппетитный карасик. Так, вот хочу начинку показать. Это икра, рис и морковка, лук. Все это обжаривается отдельно и потом туда внутрь заходит. Как тебе оленина? Олень. Вчера еще бегал. Очень вкусно. Напоминает печенье даже. О,
Она еще сладковатая, по-моему, сама по себе. Да. Вот же сундучок принесли. Так, смотрим. Ознакомливаемся с ценами. Вот сам ресторанный комплекс. Ну все, за нами прилетел вертолет. Голубой вертолет. Мы отчаливаем. Шучу, конечно. Экспозиция просто вертолетная. А вон же собачки. Сейчас мы их посмотрим. А, хотите интересное расскажу? Вон балаган стоит, помещение. И у нас там свадьба была. Прям в этом балагане. Меня еще похищали тут. Невесту крали. Я там под сопкой пряталась. Вот видите, солнышко на горе. Джек, дай. Дай сюда. Пошлите туда. Пойдем. Подышим немножко воздуха. Привет. Дека. Как это? Ну, лапы новые. Закат над лесом. Ой, хорошо выбираться иногда.
Вот видите, город находится в низине, в долине реки, и там туман. А вот чуть-чуть подняться, и туман немножко отступает. Молодец. Молодец. Давай. Молодец, принес палку. У Джеки замерзли лапы. Тоже поджимает, потому что у него тоже мерзнут ноги. Да? Ты что, не северный какой-то? Какой-то не северный пес совершенно. Вот закрылась. Ну все, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Все, холодно. Нагулялись. Показать момент, как мы... Ой, музыку можешь брать? Сейчас мы с этого авторские права залетят. Как мы въезжаем в туман. Вот видите, впереди тумановое облако. Вот и все. Спустились с небес. Бассейн, мы сюда ходим купаться. Купаться, плавать. Друзья, всем спасибо за просмотр этого видео. Пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.